Доброе утро, Якутия. Просыпаемся вместе с телеканалом Якутия-24 и НВК Саха. Каждое утро это чистый лист и миллион возможностей для каждого из нас. Пусть сегодня у вас все складывается легко, а любые задачи решаются только с улыбкой. Наша съемочная команда «Утро Якутии» уже на месте. Мы заряжены на позитив и готовы рассказать вам все самое важное, актуальное и интересное. А начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 4 градуса. В Заречной группе 4,22. В южных районах до 18 градусов тепла. В Вилюйской группе 5,23. В Нижнеленских до 21. В западных районах 4,22 градуса тепла. В Колыме-Дигирской группе Улусов плюс 17. В Янских до 11. На северо-западе плюс 3, плюс 20. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура днем ожидается до плюс 20 градусов. Теплые деньки еще радуют нас, поэтому, я думаю, самое время сейчас зарядиться именно позитивными мыслями, потому что действительно вся неделя обещает быть теплой, и что как непогода может сделать нам настроение с самого раннего утра. Ну а сейчас мы рады передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Давайте узнаем, что же произошло у нас в республике за последние сутки. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Минфин России подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских БПЛА на объекты группы RWB, а также меры по сохранению функционирования компании. Соответствующее постановление внесено в правительство страны. Так, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление сроков уплаты на 12 месяцев НДС, налога на прибыль, налога при применении УСН, страховых взносов и авансовых платежей. Кроме того, поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% от годового дохода. С 1 сентября в сфере жилищно-коммунального хозяйства страны вступают в силу новые правила, затрагивающие порядок работы управляющих компаний и взаимодействия с собственниками жилья. Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка оформления протоколов общих собраний собственников, на которых принимаются решения о выборе совета многоквартирного дома. Теперь требования к документам ужесточаются. Протокол должен быть подписан не только председателем и секретарем, но и всеми избранными членами совета. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали эксперты российского маркетплейса цветов и подарков. При этом розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы пользуются наибольшей популярностью у россиян. Кроме цветов, жители страны активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Первый всероссийский фестиваль гончарного ремесла прошел на территории Телейского наследия Чарапчинского улуса с большим успехом, собрав участников из разных уголков республики. Этот фестиваль телейцы провели, выиграв грант президента России. Автор и руководитель проекта Евдокия Ржакова открыла автономную некоммерческую организацию «Центр творчества Телейского наследия» и получила грант в размере около 1 миллиона. Проект реализуется в течение года. За этот период мастера наследия под руководством мастера народных промыслов республики Натальи Гуляевой должны обучать 50 женщин гончарному делу. В нашем фестивале в этом году приняли участие более 100 участников. Были конкурсы по референсу из книги Андрея Андреевича Савина «Гончарное ремесло якутов», который вызвал интерес у многих участников. Также был конкурс по готовым работам из его книги. Были конкурсы изделий из керамики, фигурки лошадок, коровушек. Также были научно-практические конференции для детей. В следующем году мы планируем такой же фестиваль. Приглашаем всех керамистов Якутии.
Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «Слово года», которое могло ему достаться, к слову, еще в 2025-м. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения страны, профессор филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталья Козловская. Она отметила, по данным архива «Интегрум», самого большого архива русскоязычных СМИ, употребляемость слова заметно выросла за последние годы. В пользу того, что «нишевый» может стать словом года, говорит, по словам эксперта, еще один важный показатель – расширение его сочетаемости. Козловская объяснила, слово по-прежнему обозначает то, на что рассчитано на узкую аудиторию, но теперь у него появились и новые смыслы. Нестандартность, редкость, необычность. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Сегодня 25 августа, день примирительного поцелуя, день консервной банки, день лазанья по деревьям. Кажется, как будто календарь собрал в один день все самое неожиданное. Действительно, праздники, так сказать, не совсем типичные. Но я думаю, это было сделано лишь для того, чтобы этот день точно уж не был скучным. Какие еще события произошли в этот день, узнаем далее. На календаре 25 августа. По народному календарю Фотия Поветенный. В этот день было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. С утра примечали, если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо, не стоило надеяться на длинное бабье лето, а теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах. Этот день в истории. 325 завершился Первый Вселенский собор в Никее. 1930 экспедиция полярников на ледокольном пароходе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. 1960 открылись 17-е летние Олимпийские игры в Риме. Также этот день считается днем рождения операционной системы Linux. В этот день родились Иван IV Грозный, великий князь Московский и всея Руси, русский царь. Алан Пинкертон, американский частный детектив, владелец детективного агентства. Леонард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист, музыкальный писатель и педагог. Шон Коннери, британский американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Георгий Данелия, советский российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Советского Союза. Именины сегодня у Александра, Алексея, Антона, Аркадия, Василия, Виссариона, Николая, Петра, Сергея, Степана, Федора и Якова. Знаете, наверное, все вы то чувство, когда утром тело как будто все зажато. Шея, допустим, не поворачивается, спина не гнется, хочется просто посидеть и прийти, так сказать, в себя. Это нормальная реакция, ведь за ночь мышцы теряют подвижность, а суставы немного застывают. Именно здесь выручает мягкая растяжка на коврике. Всего несколько плавных движений, и тело снова становится своим, а день начинается не с напряжения, а с ощущения легкости. Всем доброе утро! Сегодня мы решили сделать зарядку на полу. Если у вас есть коврик или какой-то ковер, вы можете использовать их. Итак, встаем на корточки, руками опираемся. У нас параллельно руки к коленям. Мы с вами опускаемся назад, медленно. Идем вперед, слегка облокачиваясь на руки. И вот такими круговыми движениями мы разминаем свой позвоночник. Чуть-чуть подсели, пошли вперед, сделали волну и присели обратно. Вдох и выдох. И обязательно не забываем про дыхание. Вдох. Сильно на руки не облокачивайтесь. Мы сейчас разминаем свой позвоночник. Это упражнение можно выполнять 12-16 повторений. Смотрите от своей подготовки. Так же само у нас ножки стоят, все красиво. Идем вниз,
Вырастаем, делаем волну. Опять здесь выдох, вдох, выдох. Это упражнение также делаете медленно. Тянемся, растягиваем. Все делаем комфортно и спокойно. Следующее упражнение мы также делаем на коленках. Упираемся руками, но одна ручка у нас будет поставлена на затылок. И мы будем раскрывать наш грудной отдел. Смотрите, опускаемся вниз, дотрагиваемся плечом, раскрываем настолько, насколько вы можете это себе позволить, без резких движений. На раскрытии делаем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Когда мы здесь опускаемся, у нас локоть немножко сгибается, достаем плечом до пола и раскрываемся вниз. Обратите внимание, назад я не подсаживаюсь. У меня коленки 90 градусов. Идем вниз, растягиваем. У меня что-то хрустнуло. Вниз, так что аккуратней, без резких движений. Вдох, выдох. Следующее упражнение у нас будет на мобильность тазобедренного сустава. Ножки устанавливаем чуть пошире. И сейчас будем коленку опускать вниз. Вдох, выдох. Мы здесь ее открыли, здесь мы ее закрыли. Стараемся коленкой коснуться до пола. Если у вас не получается, не нужно этого делать. Делайте, если вдруг вам комфортно вот так, делайте пока так. Если у вас нет мобильности в тазобедренном суставе. Вот. Стараемся не поднимать вот так вот. Таз не поднимаем. Мы кладем ножку, чтобы нам было комфортно. Вот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Следующее упражнение у нас также будет на коленках. Мы устанавливаем колени параллельно рукам и поочередно поднимаем правую руку, левую ногу. Стараемся, чтобы поясница у нас не переизгибалась. На выдохе мы поднимаем руку и ногу вверх, делая прямую линию. Шея у нас продолжение спины. Мы не запрокидываем шею назад и не опускаем ее вниз. Она у нас ровно, комфортно. И наверху мы делаем выдох. Чуть-чуть зафиксировали, опустили. Зафиксировали, опустили. Делаем это упражнение также медленно, по 16-12 повторений на каждую сторону. Стараемся держать баланс, облокачиваемся на опорное колено и опорную руку. Ногу высоко поднимать не нужно, потому что вас обязательно начнет переворачивать. Мы делаем прямую линию. Все, на этом все. Всем пока, до новых встреч. Мы продолжаем тему спорта. Бег в Якутии давно перестал быть занятием только для профессиональных спортсменов. Все больше людей выходят на дистанции ради здоровья, общения и новых целей. Благотворительный забег «Финран» объединяет любителей бега и помогает развивать детский спорт в республике. О предстоящем забеге, о тренировках и о том, как найти время для спорта даже при плотном графике, мы поговорим с мастером спорта России по легкой атлетике Марфой Троевой и исполняющим обязанности министра финансов Республики Саха-Якутия Иваном Алексеевым. Доброе утро. Доброе утро. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, что за забег такой, где он будет проходить и кто может принять участие? Благотворительный уже третий забег «Финран». Он будет проходить уже третий год. Он начался в 2024 году, 2 года назад. Это была инициатива нашей молодежи, Молодежного совета Министерства финансов Республики. Как раз проходил первый форум молодых финансистов у нас в республике. Кстати, вот на прошлой неделе второй Всероссийский форум молодых финансистов прошел в Москве. То есть наша инициатива, которая была реализована здесь, в Якутске, она
получила продолжение уже на федеральном уровне. И вот мы 2 года назад провели первый забег, приняло участие 120 человек, финансистов всей республики. Это были финансовые органы, такие как наше министерство, налоговая служба, федеральное казначейство, счетная палата, все коммерческие банки, которые представлены, 120 человек. В прошлом году уже 300 человек, а в этом году планируем 400 человек. То есть охват растет, и его отличие от других забегов, у нас же забегов проходит достаточно много, это, как вы назвали, он благотворительный. В прошлом году мы часть средств направили в фонд Харскал, а в этом году на развитие детского спорта направим. То, что соберем от взносов участников, мы направим на благотворительность. И второе, мы его проводим за городом. То есть не перекрываем улицы, это такой бег по пересеченной местности, на свежем воздухе, на природе, поэтому вот такие отличия у нашего забега есть, в отличие от других забегов. От других, да. Марфа, но, конечно, мы знаем вас как именитую спортсменку, да, вот зачем вам, человеку, у которого такой большой опыт, да, выходить вновь на новые дистанции и вот бежать вместе, ну, так сказать, с начинающими? Вообще бег дает не только физическое развитие, а вообще в целом человек развивается как личность. Поэтому я сама, если раньше занималась легкой атлетикой, чтобы побеждать, Да. получать медали, призовые места, сейчас я больше выхожу на пробежки для укрепления здоровья. Это не только физическое здоровье, а еще и ментальное. Ну и бег стал действительно образом жизни. Как часто вы бегаете? Почти каждый день. Каждый день практически, да? А Иван Иванович? Ну, я бегаю обычно 3-4 раза в неделю. Мгм. То есть вот вышли на улицу и побежали, или вы все-таки придерживаетесь мнения о том, что можно и на беговой дорожке намотать эти километры? Можно на беговой дорожке, особенно в зимнее время. То есть Конечно. это также движение вперед. Вообще бег это про движение вперед. И нельзя забывать еще, если вы только начинаете бегать, то можно и с ходьбы начать. У нас вот на Финране есть ходьба. 3 километра. То есть будет и дистанция просто пешая, да? Да. Вот тогда давайте поговорим немножечко про этапы, да, кто может принять участие, потому что, ну, как бы слышно, да, финран. То есть ты обязательно должен быть финансистом, чтобы пробежать ту или иную дистанцию или нет? Нет, не обязательно. То есть могут участвовать все желающие. Хорошо, когда вот есть инициатива и вообще люди, которые организовывают подобные забеги. Сейчас вообще забеги проводятся не как соревнования, а это больше про единение, про сплоченность, командный дух. Про И общение, это да? праздник, да, то есть это про активный образ жизни. Мгм. Ну и про дистанции тогда. Коли уж вот, допустим, сейчас я смотрю с утра пораньше, да, в эфир, и захотелось мне все-таки поучаствовать. В каких дистанциях можно принять участие и как подать заявочку? Вот как сейчас озвучила, есть ходьба 3 километра. Не обязательно брать с собой палочку, то есть скандинавскую, можно так просто пройтись. И есть дистанции 6 километров, 12 километров. И с этого года мы еще включили марафонскую дистанцию в команде. То есть можно собраться с друзьями или семьей. 8 человек бегают марафонскую дистанцию 42 километра, 195 метров. Это тоже очень классная То есть история. это не надо бежать одному, да? Да. То есть ты передаешь как будто эстафетную палочку и побежали дальше, да? Да, по 6 километров взрослые бегают, а еще один ребенок будет бегать 195 метров. Вот так. Очень интересно. Вот это, наверное, и отличает вас от других забегов, да? Потому что как-то вот немножечко необычно, да? Не классические такие дистанции. Да, Да. я дополню, потому что он проводится же в День финансиста. Но действительно это не только финансисты, да, потому что мы когда даже в первый раз проводили, люди говорили, где вы наберете столько бегающих финансистов, потому что есть стереотип, что финансисты это люди, которые сидят в офисах, но на самом деле это неправда, потому что сейчас очень много людей, которые занимаются спортом, бегом в том числе, да, а именно вот День финансиста, чтобы собраться на свежем воздухе и действительно, как Марфа сказала, чтобы это были корпоративные, дружеские команды, беговые команды. У нас вот в прошлом году помимо финансовых органов и банковского сектора были и предприятия. И в этом году мы тоже видим заявки, есть заявки от других предприятий. Совершенно с другой сферы Да, деятельности. то есть это действительно корпоративный дух, это выезд на природу, побыть и заниматься спортом на свежем воздухе. И все ли участники получат медали? Да, все финишеры, в том числе и те, которые участвуют на эстафете.
Вот так. То есть обычно же все равно есть какой-то стимул, да, вот чтобы что-то получить. Мы видим здесь медали. Это будут на финране или это уже с другого забега? Да, вот эта медаль будет на финране. Каждый финишер получит вот такую красивую медаль в стиле олимпийских медалей. Ну, И да. вот еще в Сунтаре мы организовывали забег. Ну, я могу сказать, что здесь так увесисто, да? Да. Практически тут, тут очень много, я не знаю, граммов 100, наверное, да? Очень качественная легатная медаль. Ну, я думаю, ради такой медали просто стоит уже выйти на старт, да, потому что, почувствовать себя практически, да, марафонцем. А это вот забег, который проходил 2 недели назад в селе Сунтар. Он проходил в рамках программы поддержки местных инициатив, которая реализуется нашим Министерством финансов, уже 10-й год. И мы с прошлого года туда добавили проведение массовых мероприятий в области физической культуры и спорта. И вот первый забег в сельской местности прошел в Сунтарах, а на прошлой неделе, в эти выходные в селе Майя Мегина Кангаласского. То есть бег любят везде. Все Да. больше и больше людей приобщаются, да? А как подготовить себя, допустим, если все-таки вот вдруг захотелось вот-вот вступить в это сообщество, так сказать, и попробовать себя на первых стартах? Можно начать с ходьбы. Можно начать с 5 километров. На самом деле каждый человек способен бегать. То есть у нас природа так создала, чтобы мы реально двигались. И поэтому можно начать постепенно, главное, без фанатизма, 2-3 раза в неделю, регулярно. Если начать двигаться, как говорится, двигаться вперед, тогда постепенно уже можно и на забегах таких больших можно участвовать. То есть можно, в принципе, начать с малого, хотя бы начать с ежедневно ходьбы. ходить. Вот сейчас, если вы заметили, ходьбу уже все организаторы включают. То есть скандинавская ходьба называют, кто-то северная ходьба. То есть ходьба на самом деле, да. И давайте мы проанонсируем все-таки, когда и где пройдет Финран 2026. Он пройдет 13 сентября, это воскресенье, в местности Артодайду в Ангаласском районе. Заявочки можно подать? Да. Есть площадка для всех забегов. Можно набрать просто в поисковике Финран 2026 год, и поиск выдаст сайт, где можно зарегистрироваться. Возрастных ограничений нет? Весовых ограничений нет? Нет. Наличие медицинской справки, что делать? Обязательно. Да. Ну что, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам хорошего настроения и хорошего, продуктивного рабочего дня. Спасибо. До свидания. Когда смотришь на марафонцев, кажется, что они летят над дорожкой. Все так легко и красиво. А секрет этой легкости как раз-таки в технике. В том, как они ставят ногу, как держат спину, как распределяют усилия. И этому можно научиться, даже если ваша цель сейчас не марафон, а бодрая пробежка по парку. Правильная техника сделает ее приятнее и эффективнее. Она мечтала о большом спорте с детства, но путь к пьедесталу оказался тернистым. Отчисление из секции по состоянию здоровья для юной спортсменки был не просто удар, это был крах ее привычного мира. Однако Марфа не сдалась. День за днем, километр за километром она продолжала тренироваться самостоятельно. Упорство и труд принесли результат. Благодаря тому, что я смогла продолжить занятия бегом, смогла продолжать двигаться, продолжать развиваться. И я стала мастером спорта по легкой атлетике именно в олимпийском виде, как марафон 42 километра 195 метров. Это уже получается, будучи мамой. Помню этот день до сих пор, да, я готовилась усиленно. Мой личный результат 2 часа 40 минут. Благодаря, я считаю, что именно занятию легкой атлетикой, бегом я смогла укрепить здоровье и вот до сих пор продолжаю бегать. Сейчас я мама 3 детей. Опыт и пройденный путь помогли Марфе создать собственную методику осознанного бега. Ее первое правило звучит просто. Не зацикливайтесь на цифрах. Самочувствие должно быть главным ориентиром. Нельзя сразу стремиться к быстрому результату. Все постепенно. То есть это так же, как вот мы поступаем в 1 класс,
И мы не можем сразу перейти на 11 класс. То есть человек должен развиваться поступенчато. Сразу ставить цель пробежать марафон не стоит. То есть начинайте с 5 километров, потом постепенно переходите на 10 километров. Организм на самом деле очень хорошо адаптируется и понимает, и чувствует. И поэтому я за то, чтобы человек вначале познакомился с собой. Начать бегать может каждый. Для этого не нужно дорогого абонемента в спортивный клуб. Главный инструмент в этом деле – правильные беговые кроссовки. Почему мы выбираем беговые кроссовки? Потому что мы не хотим получить травму. Если мы будем бегать в кедах, конечно, рано или поздно опорно-двигательный аппарат получит нагрузку и будет давать о себе знать. Поэтому беговые кроссовки – это как спасательный круг. Второе правило – слушайте свое тело. Слепо подражать чемпионам не стоит. Важно найти свой комфортный стиль бега. Вы можете сделать дома упражнения босиком. Вы стоите босиком перед зеркалом, смотрите на себя прямо, смотрите свою осанку и делаете бег на месте. И вот бегаем на месте, смотрим на себя, и вы должны почувствовать, какие мышцы задействованы во время бега. Вот какие мышцы, какое движение хочет сделать ваше тело. И руки, как вы хотите держать. То есть вначале, когда стоите перед зеркалом, голову отключаем и слушаем только тело. Тело, как хочет руки двигать во время бега на месте и как ноги двигаются. Если говорить о правильности, то да, конечно, важно бегать, держать спину прямо, голову прямо, и стопы также должны смотреть прямо. То есть это считается вот правильным, да, правильная техника бега. А в реальности мы все разные, и у каждого своя структура тела, своя биомеханика с рождения. И поэтому бывает так, что кто-то с рождения, например, сутулится. Кто-то сутулится, у кого-то вот после школьной жизни, например, у кого-то плечи начинают подниматься. Да? Вот эти вот именно уже полученные движения можно менять постепенно, но стремиться к тому, чтобы быстро это все менять, не стоит. Помните, что бег – это знакомство с собой. Идите вперед, но с умом. Ваша главная победа – это не медаль, а то состояние, в котором вы приходите к финишу. Илана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. От темпа по беговой дорожке к ритму хорошей прозы. В рубрике «Книжная полка» сегодня «Карусель» Сомерсета Моэма. Это роман о том, как человеческие страсти кружат нас по кругу и как сложно сойти с этой карусели. Давайте посмотрим, ведь наш книжный эксперт сейчас расскажет, почему же все-таки стоит обратить внимание именно на это произведение. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» хочу порекомендовать вам эту замечательную книгу под названием «Карусель». Написал ее Сомерсет Моэм. Название книги говорит само за себя. Это карусель жизни, круговорот событий, череда случайных встреч и неизбежных расставаний. Это Англия, начало 20 века, время строгих правил, безупречных манер и тайных пороков. Это история о людях, которые отчаянно пытаются стать счастливыми. Белла Лэнгтон, некрасивая дочь священника, которая влюбляется в нищего, умирающего от туберкулеза поэта-идеалиста. Она бросает вызов своему отцу и обществу, выходя замуж за этого самого нищего поэта, увозит его умирать в Италию. И в этой короткой трагедии она обретает свое единственное счастье. Аристократ Бендил Кент, он пытается жить по совести, женится на простой девушке Дженни из паба, которая ждет от него ребенка. Но его сердце принадлежит абсолютно другой даме. И это благородство, в конце концов, оборачивается наказанием. То есть их жизнь превращается в тихую пытку, финал которой удивит даже самых циничных читателей. Но главная героиня этого романа вовсе не Белла и не несчастная Дженни, а совсем другая дама по имени мисс Мэри Ли.
Это умная, язвительная дама с острым языком, которую всю жизнь родственники считали приживалкой. Именно она становится молчаливым свидетелем всех этих сломанных судеб. И парадокс романа в том, что именно этой героине достается абсолютно все. И огромное наследство, и свобода, и покой. Но для этого она абсолютно ничего не сделала, кроме того, что она жила свою жизнь и никогда не старалась казаться лучше, чем она есть. «Карусель» Сомерсета Моэма, я думаю, что это отличный выбор для осенних вечеров. Книга небольшая, написана очень легким, изящным языком, который так ценят поклонники британской прозы. Я уверена, что эту книгу вы проглотите за пару ночей, но потом будете еще долго размышлять о цене наших поступков. Я настоятельно рекомендую найти место для этой книги на вашей книжной полке. В «Карусели Моэма» герои будто ходят по кругу. Возвращаются к одним и тем же желаниям, повторяют одни и те же ошибки, кружатся в вихре страстей. А ведь иногда, чтобы разорвать этот круг, нужно просто самое настоящее путешествие. И не метаморфическое, а самое обычное – чемодан, билеты, дорога. Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы поговорим как раз-таки про такие поездки. Как путешествовать всей семьей так, чтобы вместо нового круга конфликтов получился общий счастливый маршрут. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы с вами поговорим о том, как путешествовать с детьми. Я многодетная мама, у нас 4 детей, и, соответственно, мы очень часто путешествуем с детьми и как по России, так и за границу. И, наконец-то, мы научились получать от этого удовольствие. Первым делом и самое главное – это подготовка. То есть, чем меньше неизвестности, тем меньше тревоги у детей. Да, дети действительно тоже волнуются перед поездкой. То есть, первым делом мы садимся все, да, и начинаем обсуждать, то есть, полностью маршрут, куда мы едем, каким образом мы туда долетаем или доезжаем, добираемся, в общем, до пункта назначения. Что касается, например, старших детей, да, то есть они у нас уже подростки, и поэтому мы им говорим место назначения, и они уже, ну, благо у нас сейчас интернет есть возможности, найти в интернете все, что необходимо, и они уже смотрят, ищут разные локации, ищут разные места, которые они хотели бы посетить, да, и мы с ними уже обсуждаем и выстраиваем маршрут, именно план отдыха, исходя из этого. Далее, после того, как мы обсудили план поездки, план маршрута, мы начинаем обсуждать уже список необходимых вещей. Желательно его вообще подготовить, распечатать или самим написать. То есть просто садимся с семьей и начинаем составлять списки. То есть по спискам это будет сделать гораздо проще. Наши дети-подростки, они уже опытные путешественники, да, и поэтому они могут поехать в любое путешествие с одним рюкзаком. Туда они уже собирают только все самое необходимое. Единственное, это святое для них, это уход. Да? И поэтому все вот эти уходовые средства они складывают к нам в багаж. Вот. А что касается малышей, то, конечно, когда мы были маленькие, у нас были полные рюкзаки только игрушек. То есть берите все самое необходимое, они брали только игрушки. Первый раз мы им разрешили, то есть они прям действительно везли все свои игрушки, да, но мы поставили условия, то есть это именно ваши вещи, да, то есть и каждый отвечает за свои вещи сам и самостоятельно их носит. 2 поездки, и после этого они уже поняли, то, что им игрушки в поездке не нужны, потому что они не успевают в них играть. Целый день очень насыщенный, и то есть вечером они приходят, они просто отдыхают. И еще, когда находятся в поездке, то есть так как у них уже есть игрушки, мы им сказали, мы, значит, новые игрушки не покупаем, ну куда это все везти, да, то есть и тут уже тоже у них такие, ага, то есть лучше не брать, и лучше что-то потом, например, на память привезти уже, ну, с того места, где мы отдыхали. Детям мы обычно берем безбагажные билеты, да, поэтому они собирают в основном только свою ручную кладь, рюкзаки или там маленькие чемоданчики, и берем там 1, максимум 2 багажа на семью, и туда мы уже именно складываем все вот эти вот баночки, умывалки, то есть все, что больше 100 мл жидкости, да, которую мы не можем взять в ручную кладь. То есть все это складывается уже в багаж. На это экономит семейный бюджет, и это, ну, в принципе, гораздо удобнее, потому что багаж контролируем именно мы, взрослые. Очень важно ресурсное состояние родителей.
То есть не пытайтесь прямо дать ребенку максимально все, как только вы туда только приехали. Мозг ребенка и так будет получать очень много информации, особенно если вы приехали, например, в другую страну. То есть это новая страна, другие люди, другой язык. То есть и мозг обрабатывает очень много информации и очень сильно устает. Поэтому в первое время дети, они обычно очень капризничают, то есть они хотят спать побольше, да, и в это время нужно все-таки дать там день-два на то, чтобы дети, они расслабились. Не ставьте перед собой задачу максимально посетить все экскурсии и отдыхаться так, чтобы после отдыха вам потребовался еще отпуск, да, то есть иногда мы действительно загоняем себя до такого состояния. То есть наша задача отдыхать, и мы отдыхаем всей семьей. Вся семья — это и родители, и дети. Не пытаемся кому-то доставить больше удовольствия, чем это требуется. Также, так как вы путешествуете с семьей, то есть обязательно нужно будет составить список лекарств, оформить страховки, то есть все, что может понадобиться на экстренный случай. Самое главное для того, чтобы отпуск прошел максимально весело, на ура, чтобы было очень много положительных эмоций, да, очень важно уделить внимание именно подготовке. То есть, конечно, очень приятно сделать сюрприз детям, да, но лучше, если они об этом знают. То есть, если вы сели, если вы обсудили, и они уже четко понимают, что их ждет, чего им ожидать, и уже все находимся в предвкушении того, чтобы приятно провести время. Семейные путешествия – это, конечно, приключения. Стараешься, чтобы было весело, уютно и чтобы все были довольны. Но есть и другая сторона дороги – та, где путешествие становится профессией, где за каждым километром стоит большая ответственность. В Алдане помощница машиниста каждый день ведет состав по суровым северным маршрутам. Сейчас узнаем, каково это быть частью команды, которая держит ритм железной дороги. Железнодорожная статистика гласит, общее число обученных и трудоустроенных женщин на должности помощника машиниста и машиниста за последний год удвоилось и достигло 726 человек. Из них всего 11 женщин уже успели сдать суровые экзамены и пересели в кресло полноценного машиниста. Остальные как раз девчата-помощницы, которые куют свой первый стаж на путях. Одна из них – Анжелика Табачук. Она отличается от своих коллег тем, что стала первой и пока единственной помощницей машиниста в акционерной компании «Железные дороги Якутии». Мечта, конечно, отучиться на машиниста и работать машинистом уже. Мы начинаем пробиваться в локомотивы, все, мы сейчас будем сами ими управлять. Анжелика нашла себя не сразу. Училась, была шеф-поваром ресторана, но тяга к технике у девушки с детства. Будучи еще школьницей, девочка смотрела, как родной дядька чинит машину. Теперь сама заткнет за пояс любого автомобилиста. Более того, как помощница машиниста, знает строение тепловоза на зубок. Работает отлично. Сперва мы сомневались, сперва думали, что все-таки это не женская, не женская профессия. Но в конечном итоге она показала результат даже получше некоторых мужчин. Получив диплом помощника машиниста в своей родной Тынде, Анжелика не стала сидеть на месте и решила опуститься в приключения. Цель жизни – стать машинистом тепловоза привела ее в компанию «Железные дороги Якутии», где она трудится почти 2 года. Наставники хвалят, но не дают поблажки, потому что точно знают – тяжело в учении, легко в бою. Выполняет она абсолютно ту же работу, что простой помощник машиниста мужчина. Никаких послаблений нет. Она полностью со всем справляется, даже лучше. Много было даже слухов, что когда я пришла, что я не работаю, что я просто сижу в локомотиве, что в башмаке вообще даже ни разу не видела, в локомотив никогда не залазила, просто вот села, сижу, только документы заполняю. Нет, также выполняю все работы, отцепки, прицепки, продувки, все делаю сама. Сейчас Анжелика готовится повышать квалификацию, чтобы получить корочку машиниста тепловоза. На производстве набирается опыта, теорию впитывает во внерабочее время. Впрочем, за карьерными планами и любовью к технике скрывается скромная девушка, мечтающая о семье и детях. Да, самое главное – дом, семья и тепловоз. Желательно в гараже, чтобы он стоял свой личный какой-нибудь. Руслан Павлов, Алдан. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей.
Минфин России подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских БПЛА на объекты группы RWB, а также меры по сохранению функционирования компании. Соответствующее постановление внесено в правительство страны. Так, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление сроков уплаты на 12 месяцев НДС, налога на прибыль, налога при применении УСН, страховых взносов и авансовых платежей. Кроме того, поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% от годового дохода. С 1 сентября в сфере жилищно-коммунального хозяйства страны вступают в силу новые правила, затрагивающие порядок работы управляющих компаний и взаимодействия с собственниками жилья. Одним из ключевых нововведений станет изменение порядка оформления протоколов общих собраний собственников, на которых принимаются решения о выборе совета многоквартирного дома. Теперь требования к документам ужесточаются. Протокол должен быть подписан не только председателем и секретарем, но и всеми избранными членами совета. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали эксперты российского маркетплейса цветов и подарков. При этом розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы пользуются наибольшей популярностью у россиян. Кроме цветов, жители страны активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках. Первый всероссийский фестиваль гончарного ремесла прошел на территории Телейского наследия Червчинского улуса с большим успехом, собрав участников из разных уголков республики. Этот фестиваль телейцы провели, выиграв грант президента России. Автор и руководитель проекта Евдокия Ржакова открыла автономную некоммерческую организацию «Центр творчества Телейского наследия» и получила грант в размере около 1 миллиона. Проект реализуется в течение года. За этот период мастера наследия под руководством мастера народных промыслов республики Натальи Гуляевой должны обучать 50 женщин гончарному делу. В нашем фестивале в этом году приняли участие более 100 участников. Были конкурсы по референсу из книги Андрея Андреевича Савина «Гончарное ремесло якутов», который вызвал интерес у многих участников. Также был конкурс по готовым работам из его книги. Были конкурсы изделий из керамики, фигурки лошадок, коровушек. Также были научно-практические конференции для детей. В следующем году мы планируем такой же фестиваль. Приглашаем всех керамистов Якутии. Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «Слово года», которое могло ему достаться, к слову, еще в 2025-м. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения страны, профессор филологического факультета РГПУ имени Герцена Наталья Козловская. Она отметила, по данным архива «Интегрум», самого большого архива русскоязычных СМИ, употребляемость слова заметно выросла за последние годы. В пользу того, что «нишевый» может стать словом года, говорит, по словам эксперта, еще один важный показатель – расширение его сочетаемости. Козловская объяснила, слово по-прежнему обозначает то, на что рассчитано на узкую аудиторию, но теперь у него появились и новые смыслы. Нестандартность, редкость, необычность. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Путешествовать можно по-разному. Кто-то заранее, возможно, бронирует отели и составляет маршрут, прям расписывая по дням, а кто-то просто собирает рюкзак и отправляется в дорогу. Андрей Лемон уже несколько лет путешествует автостопом, ночует в палатке и знакомится с людьми прямо-таки по пути. Сейчас он находится в Якутске, поэтому мы решили все-таки поймать его и пригласить в нашу студию и поговорить вообще о том, каково это жить в дороге, что такое автостоп и как можно путешествовать без заранее составленного маршрута. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Я Андрей Лемон, travel-блогер, путешествую уже 3-й год. Получается, объездил уже всю Россию. У меня 3 страны. Также я являюсь, у меня писательская деятельность, более десятка стихотворений написал. Написал полноценную книгу, называется «Месть». Это психологический драма-триллер о полицейском. Можно на Литресе почитать, там Андрей Лемон по-английски, это я автор, и «Месть» называется. Также записал пару треков, называется «Ночь» и «Девочка в ноль».
Вот тоже Анри Лемон по-английски. То есть Вот. вы такой творческий человек. Да. Ну вот удивительно, да, вроде писатель это больше вот про какое-то уединение, это больше вот про то вот сидеть, созидать и творить. И путешественник, да, и вот расскажите, как, с чего все началось, какое было первое ваше путешествие и почему выбрали именно автостоп? Началось все, ну, как-то стечение обстоятельств получается. Меня вдохновил фильм «В диких условиях» 2008 года. Там я максимально приближен к этому фильму. То есть моя жизнь сейчас как в этом фильме получается. И, конечно, я хочу поблагодарить друзей, которыми мы собирались на море, получается, и который в итоге один не поехал, а другой поехал с женой на море. Вот. Я настроился, взял вот этот красный спальник и просто один попробовал автостопом. Я до этого хотел, и вот прям все, стечение обстоятельств, у меня начался такая моя жизнь. Такая жизнь, да? Да. Ну вот автостопом, то есть вы выходите на дорогу, да? Да, и просто вот так вот ловлю машину. Ловите машину, люди соглашаются и подвозят вас. То есть у вас нет конечной точки Б. Вот куда довезут, там оставят? Или все-таки есть определенная локация, куда вы стремитесь доехать? Ну да, конечно, я, допустим, вот сюда я добирался 3 дня от Читы до Якутска. То есть вот моя цель была Якутск от Читы. Все. Ну, бывает, у вас здесь просто большие очень расстояния, а у меня в центральной России там поменьше. То есть бывает прям сразу до города доезжаешь, а бывает прям вот от села к селу. То есть так вот по-разному бывает всегда. То есть вот с Читы вышли на федеральную да, трассу? на окраину, да, вот на окраину города, там на трассу просто встал и вот так вот с рюкзаком совсем как бы встал и голосуешь. И поэтапно вас люди добрые довозят до Якутска? Да, я до Ерофея Павловича довезли, потом я добрался до Алдана. То есть в Ерофея Павлович я там у газелиста прям в кузове переночевал. Потом в Алдане медведи меня там пугали, я в палатке переночевал. И потом добрался до Якутска на фуре с дальнобойщиком. С дальнобойщиком, да? Да. А вот приезжаете вы в город, да? И далее что сделать? Что делать-то здесь? Ну, первое место я всегда смотрю, где я буду базироваться, где, то есть, вообще ночлег. То есть, если я хостела не буду снимать, то есть, конкретно я в палатке, если я буду ночевать, я смотрю, где там, где-то, ну, где вообще мне комфортно. То есть, обычно либо в парке бывает, рядом с парком, где-то заброшенные дома, то есть, либо окраина города. То есть, вот такое. То есть, я там оставляю всю базу, чтобы налегке гулять. То есть, я прячу вещи, и потом вечером прихожу, ставлю палатку, чтобы меня, ну, я максимально никому не мешал, то есть, и чтобы мне не мешали. Так, сразу возникают следующие вопросы. Почему не боитесь? Ну, приехать в другой регион, другие люди, другой менталитет, да? Со всеми же нужно как-то найти общий язык, а ведь не все люди могут понять ваше увлечение. Ну, не знаю, не боюсь просто. Довольно-таки, у меня инцидентов таких не было, как бы пока все хорошо. Итак, вы сказали, что объездили практически всю Россию, да? А вот самое, может быть, какое-то экстремальное путешествие было вот какой-то период, которое вот навсегда осталось в памяти? Ну вот, наверное, сейчас останется Якутск-Магадан, трасса очень тяжелая, как бы, мало машин, то есть дорога очень длинная, получается 2000 километров по бездорожью, то есть плохая дорога там с ямами и так далее, и мало людей, то есть, ну, тяжеловато долго добираться, как бы, она непростая такая. Так, хорошо. Что берет путешественник, который передвигается автостопом с собой? Ну, в первую очередь мы видим, это у вас. Собственно, вот Анри пришел сразу со своими вещами. Да, здесь красный спальник, у меня палатка, коврик и рюкзак. В нем теплые вещи. Да, носки верблюжьи, получается. Ну, то есть по-разному. Бывает, если какие-то моменты, у меня термобелье, то есть, соответственно, гардероб одежды, термос, канцелярский ножичек, там пленка для палатки, что от дождя, допустим, плед. Ну и медикаменты какие-то и личные гигиены такие. То есть все максимально у меня идет в первую очередь это вес. То есть чем он меньше, тем лучше. Тем лучше. Комфортнее. А бывают ли такие моменты, когда вот думаешь, ну зачем мне все это надо? Бросить бы все, беру билет и еду домой. Не, единственный раз у меня был, это я вот добирался до Камчатки. Добрался я с Самары до Челябинска автостопом. Была дождливая погода такая, у меня еще не было даже пленки, получается, другая палатка была, она промокла, я там даже в подъездах ночевал, то есть прям потом на ЖД вокзале ночевал, то есть и вот тогда я чуть не сломался, хотел бросить, вернуться и все, но потом
все получилось, в общем, и сейчас больше никогда не возникало так. Я доволен. Когда отправлялись в Якутию, да, в любом случае же, наверное, сначала ознакомились с городом, да, что хотелось в первую очередь увидеть, возможно, что ощутить, с кем познакомиться? Ну, вот, национальную кухню хотел, конечно, попробовать, да. Ну и самые известные это Ленские столбы, конечно, из такого популярного. Ну, как бы тоже и быт тоже интересен, то есть вот, в селах, в деревнях, то есть там вот здесь по-другому все, как-то у нас дома вообще по-другому как-то строятся. Здесь тоже интересно. Меня там в гости приглашали, то есть я с Магадана, там с Усть-Неры меня Александр там подвозил из Тюгюни, как-то, ну, я точно не знаю, это, ну, не запомнил название деревни. Вот он у меня, в общем, я ночевал в палатке, он в гостинице, потом он в итоге меня там уже, он с той деревни пригласил в гости, мы там накормили меня, переночевали и отправились в Якутск. Вот, то есть, и там вот быт тоже посмотрел, дома тоже очень интересно. Интересно, да? А есть ли сейчас какая-то точка на карте, куда вы хотите отправиться в ближайшее время, что-то увидеть новое? Да, ну, у меня вообще в этом году по плану Таиланд, то есть я хочу добраться до Таиланда, вот в сентябре уже. Также? Да, в сентябре уже я планирую в Китай, вот через Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд. В общем, добраться до Таиланда. В следующем году у меня уже по плану Средняя Азия. И через год, я думаю, все-таки я поеду в Африку и доберусь до Мадагаскара. Вот так вот. То есть у вас такие глобальные, да, планы. Да. Давайте посмотрим немного, да, фотографий ваших, да, как вы путешествуете. Ну, а в целом, да, допустим, все-таки в чем прелесть, вот в чем романтика вот таких путешествий? Свобода, как бы, мне, вот, допустим, завтра мне не на работу, на следующей неделе мне не на работу. В следующем месяце мне не на работу, как бы я себя чувствую более-менее так свободным, как бы, хоть я и скромно бюджетно путешествую, но, не знаю, в этом есть. Я много знакомлюсь с людьми, много интересных мест, как бы, по возможности вижу. Это все интересно. Ну вот, наверное, у многих сейчас возникнет вопрос, да, ну, жить в палатке, ладно, переночевать, да, а вот как все-таки вы справляетесь с какими-то бытовыми вопросами, да? Условно, где моетесь, где едите? Прямо в палатке бывает кушаю, либо, ну, я в основном как бы сейчас большую часть своих путешествий я провожу по городам и в любой там столовых, то есть можно бюджетно покушать там, да, и вот, моюсь. У меня, кстати, есть, ну, блоги всякие разные, там в ВК у меня Анри можно ввести в сообщество, там высветиться. Я там показывал, как я моюсь там на Байкале, то есть голову, мне берете там 2 полторашки, у меня это шампунь, я просто моюсь, все. Вот так. Да. Ну, как вы сказали, самое главное – это свобода, да, это вот те эмоции, которые вы получаете от одной локации до другой, да. Андрей, спасибо большое, мы желаем вам хорошего настроения, прекрасных путешествий и всего самого наилучшего. Спасибо большое. А с вами увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24.